Увешаны новогодними шарами и разноцветными лампочками. Уже несколько недель новогодние елки создают настроение. Причем в основном деревья на местах пластмассовые. Причин тому несколько. Первое, как бы странно для лесной республики не звучало, нехватка высоких деревьев. Так, например, в Печорском районе высота елок в среднем не превышает 15 метров. Поэтому на главную площадь традиционно ставят искусственную в 20 метров. Впрочем, иногда ровный каркас ненатурального дерева становится настоящей проблемой. Так, например, в Инте мягкие пластмассовые ветки дети воспринимают за скалодром, карабкаются по ней, портя внешний вид. В Воркуте искусственную красавицу в этом году обновили со второй попытки, едва не сорвав детишкам праздник. Виноват подрядчик, привез изначально не то. Впрочем, успел все исправить. Результат – 18-метровая за 1 000 000 рублей. Что касается елки, снеговиков, это бюджет города. Ну, опять же, елка на 1 000 000, которую мы приобрели, это мы выиграли грант республиканский, и на грант купили елку. Проблемы с красавицами для Воркутинского района в этом году стали чуть ли не трендом. Еще одну меняли в поселке Заполярье. Первоначальная елка, мягко говоря, выглядела довольно странно. Дерево показали даже на Первом канале. В воркутинском поселке Заполярный установили новогоднюю елку, которая очень не понравилась местным жителям. Похоже на кучку заплесневевшего мусора. Мрак. Эта елка хорошо иллюстрирует сегодняшнее состояние поселка. Возможно, этих проблем и не было бы вовсе, если бы елки были живыми. Ведь натуральную красоту, как известно, испортить сложно. Так считают визинги. И поэтому живое дерево на Новый год для села – закоренелый принцип. В этом году зеленая красавица по высоте почти догнала столичную – 21 метр. Кстати, впервые в селе установили и дополнительные светодиодные конструкции. Отрадно, что и главная новогодняя ель тоже живая. В этом году ее выбирали долго и тщательно. В итоге самая пышная и самая высокая, 22 метра в высоту, удалось найти в Усть-Вымском районе. Елки выбирают, во-первых, чтобы она была пышная, красивая, чтобы была высокая, чтобы можно было ее не только найти, но еще и вывести из леса. Поэтому особенностей много, но я думаю, что это не это главное для жителей. Главное, чтобы она стояла на площади, красиво украшенная, сияла и создавала праздничное настроение. Праздничное настроение живыми елками создается еще в нескольких поселениях. Среди них Выльгард, Айкино, Ношуль. Высота их, конечно, не превышает 15 метров, что может быть и не важно, ведь настроение создает вовсе не размер, а внешний вид и всеми любимый запах хвои. И с этим у натуральных все в порядке. Евгения Кладкевич, телеканал Юрган.